Azan.kz представляет 99 имен Аллаха. Аллах, что означает самое великое имя Бога. Имя Аллах является одним из имен Господа. Некоторые ученые считают, что это и есть величайшее имя Всевышнего. Также это наиболее часто повторяющееся в Коране и в хадисах имя Господа – Аллах. Это самое популярное и упоминаемое имя в устах всех творений, независимо от того, каким языком они владеют. Аллах – это имя, указывающее на Создателя, которому присущи господские эпитеты, качества. Этим именем не владеет никто, кроме Создателя. По этому имени не обращаются ни к кому, не взывают кому-либо, помимо Всевышнего Создателя. Аллах – это имя Господа, который заслуживает поклонения, которого ночью и днем восхваляют, восславляют, возвеличивают все 7 небес и 7 земель, и все, что в них находится, и люди, и джинны, и суша, и море. Всевышний в Коране говорит: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Восславляют его, Аллаха, 7 небес и земля, и те, кто на них, все творения. И нет ничего, что не восславляло бы его, вознося хвалу ему. Но вы, о люди, не понимаете их восславления. Сура Аль-Исра, аят 44. Аллах – это слово, состоящее из легких, мягких гортанных букв, произнести которые способно даже маленькое дитя. Человек, не владеющий арабским языком, а также шепелявый. Что же означает это имя? Возвеличивание. Аллах – это Господь, которого обожествляют сердца, к которому стремятся души, к которому устремлены все старания, которого любят и посредством поминания и приближения к которому получают успокоение, в котором нуждается все сущее каждый миг и во всех делах, частных и общих, малых и больших, настоящих и будущих. Он – Творец и Создатель всего. Всякое творение чувствует, что Всевышний Аллах окружил его разными видами благ, переполнил его дарами, почетом, изобилием и щедростью. И поэтому следует направить сердце к Аллаху с любовью, возвеличиванием и усердием. Любовь. Аллах – это Бог, к которому устремлены сердца, и которого возлюбили души. И из-за этого между Творцом и творениями должна пребывать любовь. Всевышний в Коране говорит: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. «О вы, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей веры, то Аллах приведет вместо вас других людей, которых Он любит и которые любят Его». Сура Аль-Маида, 54 аят. Всевышний Аллах любит своих рабов, которые любят Его и подчиняются Ему, любит тех, кто придерживается Его велений и предписаний. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркнул, что любовь к Аллаху является одной из величайших степеней, к которой стремится уверовавший. От Аннаса, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сладость веры ощутит тот, в ком соединятся 3 качества. Кто будет любить Аллаха и посланника Его больше всего остального, будет любить человека только ради Аллаха
не пожелает вернуться к неверию, так же, как не желает быть вергнутым в огонь ада. Бухари, Муслим, Тирмизи. Так, посланник Аллаха обусловил сладость веры любовью. Любовью к Аллаху, любовью к брату ради Аллаха, и не любовью отрешения от Аллаха. Чувство любви – это чувство, льющееся из переполненного изобилия, что ощущает му'мин по отношению к Господу. И в ответ он ожидает и надеется на обратную любовь Аллаха к нему. Ведь у того, кого полюбит Аллах, нет никакого страха. Он будет видеть во всем мире лишь добро, радость, счастье, и встретит он смерть и ахират в добре и благе, так как Всевышний Аллах, когда любит раба, повышает его степень в раю и приближает к себе. Непостижимость. Одно из значений имени Аллах – это величие во всем, в качествах, в именах. И это величие невозможно постичь умом, осознать, ведь Всевышний Аллах первый, не имеющий начала существования, последний, не имеющий конца существования. Его величие и совершенство не достичь и не счесть. Если представить, что человек сможет увидеть величие Аллаха при создании чего-нибудь, то он увидит такое великолепие, что ему останется лишь восхвалять Всевышнего следующими словами: «Пречист Аллах, хвала Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха, Аллах велик». ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Потом обрати свой взор еще раз и еще раз. Вернется к тебе взор униженным и утомленным от того, что не смог найти недостатка в творении Аллаха. Сура Аль-Мульк, аят 4. Искренность. Аллах – это Бог, которому поклоняются, ради которого верующие очищают свои сердца, делают искренними свои поклонения, молитвы, хадж и другие религиозные обряды. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Скажи, о Мухаммад, поистине молитва моя, жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть посвящаются Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища. И это совершать искреннее поклонение только Аллаху не велено. И я первый из предавшихся Аллаху, мусульман. Сура Аль-Анам, аяты 162 и 163. Первые слова, посредством которых человек входит во врата ислама, в единобожие, это слова «нет Бога, кроме Аллаха». Этими словами человек признает единого Господа, признает, что Он заслуживает поклонения и подчинения, что нужно направить все свои силы, усилия ума, сердца, частей тела на возвеличивание, восхваление, поклонение такому Господу. Глубину и величие этих слов можно заметить на лицах только что принявших ислам людей. Их лица сияют, их улыбки искренние.